Позиция граждан, активно выступающих за реконструкцию уже имеющейся площадки на правом берегу реки Ухта и за сохранение уникального соснового бора, преподносится в искаженном виде, либо не освещается вовсе. Так, например, в ряде СМИ и на страницах соцсетей в июне было опубликовано обращение к предпринимателям и властям республики от имени жителей поселка Шудаяк и города Ухты, якобы поддерживающих строительство площадки в Сосновом Бору, с просьбой выделить средства на приобретение саженцев, которые они готовы высадить взамен утраченных в результате вырубки вековых деревьев. К обращению были приложены 36 подписей на чистых листах, без адресов и телефонов, без обозначения темы и всякого оформления. В канун Дня России газета «Городские ведомости» на празднике Сабантуй в городском парке культуры и отдыха также организовала акцию с участием несовершеннолетних по сбору подписей в поддержку строительства вертолетной площадки возле больницы и высадки саженцев. Люди, гуляющие в парке, также подписывали пустые листы. Некоторые даже не задумывались, за что они отдают свой голос. Просто жалко девочек, которые собирали подписи, говорили они. Спустя несколько дней СМИ сообщили, что в Ухту привезли 500 сеянцев сосен и елей, подаренных спонсорами. Но где и когда неравнодушные жители, то есть мы с вами, произведут так называемое компенсационное озеленение, не уточнялось. Обращаем ваше внимание, дорогие соотечественники, что шудаякцы не имеют никакого отношения к этой акции и никогда не обращались с просьбой о покупке саженцев. Планируемое место для строительства новой вертолетной площадки возле больницы окружено с 3 сторон рекой Ухта. Испарение с поверхности воды вызывает перенасыщение воздуха водяным паром и, как следствие, приводит к образованию туманов и низкослоистой облачности. С учетом ветрового режима, то есть преобладания южных и юго-западных ветров, будет происходить перенос туманов и низкой облачности как раз на данное место. Также вблизи предполагаемого места под вертолетную площадку расположены больничные корпуса, трубы котельной, постоянно подъезжающий и отъезжающий транспорт. А все это является также дополнительным источником дыма и пара, что также будет приводить к образованию туманов и низкослоистой облачности. По метеоусловиям, планируемое место под вертолетную площадку у стен больниц является неблагоприятным. И это будет угрожать безопасности взлетов и посадок и угрожать жизни людей. Наша республика расположена так, что достаточно много мест, где действительно, чтобы спасти жизнь, нужна санавиация. И наша республика получила большие деньги на создание Центра медицины катастроф, в рамках которого и будет работать санавиация. Вообще, оказание медицинской помощи у нас в стране регламентируется приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Республики Коми. В своей работе медики обязаны руководствоваться алгоритмами действиями, протоколами лечения той или иной патологии. И так много спекулируемое в СМИ правило золотого часа. Так вот, это целая система организационных мероприятий, а именно организация работы по принципу ожидания вызова, необходимость круглосуточного режима работы всех основных и вспомогательных служб стационара, принцип непрерывности оказания медицинской помощи, преемственность в работе каждого этапа оказания помощи, включая передачу документации о больном. Это все из национального руководства скорой медицинской помощи под редакцией Багненко, 2015 год. И в нем речь ни о каких секундах не идет. Уважаемый глава Республики Коми, этот год, 2017, президентом Российской Федерации объявлен годом экологии, а вами объявлен годом добрых дел. Вы нас поддержали уже в отмене пункта захоронения радиоактивных отходов. И, конечно, мы надеемся на вашу поддержку
И в решении нашего вопроса по поводу реконструкции уже существующей вертолетной площадки на правом берегу реки Ухта для нужд санавиации. Это позволит и больных вовремя доставлять. В регламент укладываемся 5 минут, а также избежать неоправданных рисков при взлете и посадке, возможных авиапроисшествий в силу того, что многие социальные объекты, корпуса больницы расположены слишком близко к планируемой вертолетной площадке. Кроме того, это позволит сохранить реликтовый лес, являющийся защитной зоной и легкими и больницы, и нашего поселка. К тому же, в полученном нами ответе от Комитета лесов говорится, цитирую: «Принимая во внимание поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании на землях населенных пунктов лесопарковых зеленых поясов, основная цель которых – сохранение экологических функций лесных насаждений, а также учитывая социальное напряжение среди местного населения, Комитет лесов считает нецелесообразным размещение указанного объекта в скобках вертолетная площадка». Сергей Анатольевич, помогите нам. Только вы можете решить этот вопрос. Только вы можете принять решение по размещению вертолетной площадки на правом берегу реки Ухта, которая построена нашими отцами, а они были не глупее нас. Я готова встать на защиту безопасности жителей нашего поселка и нашего бора.